Здесь у нас происходит именно по ТБ соревнования, на знания, на подтверждение, как можно сказать, много интересного, соответственно, много нового, что узнаешь, что как бы не было, это нам все пригождается и в жизни, и в работе. У нас, например, было, в частности, задание такое. Мы оказывали помощь человеку, получившему обморожение. И нам очень сложно было, и пришлось вспоминать. То есть такие случаи вообще, в принципе, очень редко бывают. И только в зимний период. И тем более, на этом сильно внимание не акцентируют при обучении, наверное. И нам очень сложно было вспоминать, что мы должны были делать, чего нельзя делать, что можно. Вроде бы оказали помощь, но я не думаю, что мы прям все правильно сделали. Команда Купер, первое место! Мы сейчас в этом году пришли к тому, что стандартные методы обучения, они работают не так эффективно, как мне хотелось бы. И мы решили, помимо того, что мы, в принципе, апгрейдим всю систему обучения, проводить вот такие больше развлекательные, но в то же время очень познавательные мероприятия, как квест. То есть квесты на территории Баши-Коля проводились, может быть, раза два, но это были больше такие развлекательные, то есть найти что-то там в каком-то месте, да, и за это получить приз. Мы хотели сделать это больше познавательным, чтобы это было про безопасность, самое главное. И поэтому мы, моей командой, решили сделать вот такой квест. Хотелось больше экшена. Да, если я сейчас скажу, что больше крови, это будет и в прямом, и в переносном смысле, потому что вы видели этих людей, которые там были, покупали специальную краску синюю, кетчупом обмазывали, искали этих бедных пострадавших, я не знаю, уговаривали их всеми правдами и неправдами, потому что некоторые люди суеверные, и никто не хотел быть пострадавшим. Но нам хотелось, чтобы это было красиво, чтобы это было не просто по бумажечкам, но в то же время очень так захватывающе, и я думаю, что нам это удалось.